государства. Теперь анонимности в мобильной сети попросту быть не может, потому что у каждого гражданина может быть максимум 2 сим-карты. Если житель республики передаст свою сим-карту другому, будь то родственник или знакомый, то огромного штрафа не миновать. Это касается особенно тех случаев, когда этот самый родственник совершит подозрительный звонок с чужого телефона. Есть и другой запрет. Школьникам нельзя покупать сим-карты без паспорта. В итоге до 16 лет каждый подросток останется без связи, и даже родители не могут с этим помочь, по понятным причинам. Между тем, в социальных сетях нововведение вызвало бурные обсуждения. Так, жительница Душанбе Олег заявила, что, по новому закону, она должна была уже сесть не один раз, так как покупала сим-карты своим детям. Другой пользователь Умара заявил, что в Таджикистане попросту процветает диктатура, и новый закон ясно это показывает. Мы живем в феодальную эпоху и не имеем никаких прав, даже права выбирать своего президента, добавил Александро из Худжанда. Таджикистанцы вспомнили также, что их республика на последнем месте среди стран СНГ по скорости интернета. По их мнению, такие ограничения попросту изолируют их от всего остального мира.